3 августа средний взвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,26 сомони за $1. Курс сомони к рублю составил 0,16 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 10,49 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет $1 США от 10,2640 до 10,26 сомони. 1 евро от 10,4970 до 10,50 сомони, 1 российский рубль от 0,1645 до 0,1670 сомони. Мировые цены на нефть в среду утром в целом не меняются за счет разнонаправленного действия ряда факторов. Нефть марки Brent находится на уровне $100.52 за баррель, марки ВТИ на уровне $94.41. Цена на золото в среду утром слабо снижается, опустившись ниже отметки в $1800 за тройскую унцию, достигнутой во вторник на внешнеполитических рисках. Шавкат Бабозода, директор агентства по экспорту Таджикистана, объяснил рост цен на лук в стране неблагоприятными погодными условиями и заявил, что экспорт лука тут ни при чем. Цена лука зависит от погодных условий, которые были неблагоприятными для его выращивания, сказал Бабозода, и с экспортом это не связано. Таджикистан в этом году экспортировал на 18 тысяч тонн лука меньше по сравнению с прошлым годом, заверил он сегодня, 3 августа, на пресс-конференции. Он также сообщил, что цены на лук уже стабилизировались на внутреннем рынке страны. За последний месяц цена лука в Таджикистане выросла от 1,5 сомони до 8,9 сомони. Это вызвало обеспокоенность у населения. Сейчас средняя цена 1 килограмма лука на рынках страны составляет 5-6 сомони. При этом Шавкат Бабозода добавил, что временное ограничение на экспорт лука направлено на удовлетворение внутреннего спроса. Ранее начальник регионального таможенного управления Сагдийской области Зафар Махмадиев на пресс-конференции 2 августа в Худжанде сказал, что экспорт лука из Таджикистана приостановлен. По словам Махмадиева, за первые 6 месяцев текущего года только из Сагдийской области было экспортировано 66 тысяч тонн лука, что на 10 тысяч тонн меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Главные импортеры – это Россия и Казахстан. Причину повышения цен на лук чиновники аграрного ведомства страны связывают с сокращением посевных площадей, плохой погодой и подорожанием минеральных удобрений. Амирбек Тимур, начальник Хадлунского областного управления сельского хозяйства, на пресс-конференции 12 июля текущего года сообщил, что причиной подорожания лука стало уменьшение посева раннего лука. По его мнению, другими причинами подорожания лука являются повышение цен на дизельное топливо и минеральные удобрения. Всемирный банк опубликовал обобщенные данные о крупнейшей гидроэлектростанции Таджикистана Нурекской ГЭС, а также о финансовой поддержке реабилитации этой станции. Реабилитация Нурекской ГЭС, которая вырабатывает около половины производимой в республике электроэнергии, началась в 2007 году. Ожидается, что первая фаза проекта, в которую группа Всемирного банка вложила $226 миллионов, завершится в 2023 году. Во вторую фазу группа Всемирного банка инвестирует $115 миллионов. Предоставление данного безвозмездного финансирования за счет средств Международной ассоциации развития уже одобрено. В середине ноября этого года исполнится ровно полвека с начала эксплуатации Нурекской ГЭС. Запуск первого гидроагрегата состоялся 15 ноября 1972 года. Полностью станция была сдана в эксплуатацию в конце 1979 года. Первое судно с украинским зерном, вышедшее из порта Одессы, в понедельник начали досматривать в Стамбуле, сообщила турецкая Минобороны. Совместная инспекционная группа приступила к мероприятиям по проверке на судне «Разони», которое находится на якорной стоянке у пролива Босфор со стороны Черного моря, говорится в публикации ведомства в Твиттер. Согласно сообщению, досмотр проводит делегация, в состав которой входят в том числе представители российской стороны. Ожидается, что инспекция займет час. Около корабля дежурит береговая охрана.
Россия и Украина 22 июля подписали соглашение с ООН и Турцией о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии вывозу украинского зерна. В рамках соглашения начал работу совместный координационный центр в Стамбуле, в который вошли представители России, Украины и Турции. Новый орган займется наблюдением за выходом судов с зерном с Украины по согласованному коридору и урегулированием возможных инцидентов. Первый сухогруз с зерном «Разони» под флагом Сьерра-Леоне покинула порт Одессы в понедельник 1 августа и прибыл в Стамбул вечером во вторник. Корабль везет 26 тысяч тонн кукурузы в Ливан. Сейчас, в свою очередь, ждут еще 16 судов.